Здравствуйте, я Миу из Global Times. В этом году исполняется 70 лет образования уйгурской автономии, и я провела 3 недели, путешествуя по этому краю и наблюдая за невероятными переменами, произошедшими за последние 70 лет. Я нахожусь в Кашгаре. Несколько месяцев назад я получила приглашение на свадьбу от моей подруги-уйгурки Айнигар. В этом видео я собираюсь посетить очень особенную традиционную уйгурскую свадьбу. И это мой первый опыт посещения уйгурской свадьбы, так что я очень взволнована. И я слышала, что все гости на уйгурской свадьбе надевают самые нарядные одежды. И я тоже уже нарядилась. Давайте отправимся вместе. Это моя подруга, невеста, Айнигар. Прежде чем мы отправимся на свадебную церемонию, жених и невеста приготовили для всех друзей особые традиционные уйгурские подарки. Это подушка. Это кухонная скалка. Жизнь должна быть интересной и радостной, поэтому мы добавили даб и деревянную шкатулку для украшений. Какая продуманная подготовка! Спасибо! В этот важный момент своей жизни жених и невеста захотели включить в свадьбу как можно больше элементов уйгурской традиции. Под взглядом любви красота уйгурской автономии обретает более глубокий смысл благодаря силе наследия. Моя подруга сказала, что позже состоится торжественная церемония. Будем ждать с нетерпением. Говорят, если пара получает благословение 12 мукамов, их ждет счастье на всю жизнь. До того, как я приехала в уйгурскую автономию, я и представить не могла, что стану свидетелем живого исполнения 12 мукамов. Это древние мелодии, передаваемые на протяжении 3000 лет. 12 мукамов объединяют в себе почти все музыкальные элементы уйгурской культуры. Чтобы прослушать все 12 мукамов целиком, потребуется 24 часа. Это придает нашей свадьбе особый смысл. Это придает смысл нашей жизни. Когда я думаю о нашей свадьбе, я вспоминаю, что 12 мукамов — это нематериальное культурное наследие человечества, включенное в ЮНЕСКО и благословение для всех присутствующих. Я надеюсь, наша любовь будет такой же вечной, как 12 мукамов. Жених и невеста снимали видео, чтобы запечатлеть эти драгоценные свадебные моменты. Они также хотят делиться этими подлинными историями уйгурской жизни через социальные сети, чтобы больше людей могли воочию ощутить культурное богатство уйгурских традиций. Говоря о традиционных свадебных элементах, Айнигар сказала: «Мы оба надели цветочные тюбетейки. Они сделаны вручную и тоже традиционная уйгурская одежда. Мы утром переступали белую ткань. Она называется по-уйгурски якандас. Это чтобы твоя жизнь была усыпана счастьем. Есть ли на свадьбе обязательные традиционные блюда? Плов. Ни одна уйгурская свадьба не обходится без плова. Это абсолютно неизменно. В дополнение к нашим традициям у нас будут рэп-выступления и магическое шоу с фокусами. Наше отличие в этот раз в том, что мы выделили 12 мукамов отдельной частью. Пусть танцевальные гены в нашей крови пробудятся вновь. Это правда. Если нужно выбрать одну единственную вещь, которая делает уйгурскую свадьбу особенной, это, безусловно, танцы. Даже если ты впервые в Кашгаре или на уйгурской свадьбе, не переживай о своих танцевальных навыках или о том, чтобы найти партнера. Когда зазвучит музыка, просто поймай ей чей-нибудь взгляд, и незнакомец за твоим столом станет твоим партнером по танцу. Не нужно идеальных движений или чувства ритма, потому что здесь, в уйгурской автономии, страсть, искренность и радость ценятся превыше всего. На свадьбе я заметила кое-что особенное. Это свадебная фотография родителей жениха. Их наряды почти 30-летней давности совершенно не похожи на те, что мы видим сегодня. Дедушка Миджет был самым любимым старшим в семье жениха. Множество старых фотографий, хранящих воспоминания о годах, бережно сохраняются в его доме. Листая их, я наткнулась на 2 выцветших свидетельства о браке, которым больше 60 лет. Если перевести это как обещание жить вместе, единственное, что говорят по-уйгурски: «Что бы ты ни делал, я всегда буду рядом с тобой». Рассказывая о том, как менялись свадьбы на протяжении 3 поколений, дедушка Миджет сказал:
Единственное, что не изменилось, это название свадьбы. Все остальное теперь совсем иначе. Например, во время свадебной церемонии жених мог пользоваться только повозкой, осликом, но в конце концов смог сесть в машину, и это было хорошо. Что касается еды, у жениха была возможность съесть двойную порцию, а когда он смог устроить пир у себя дома, это уже было очень сытное застолье. До сих пор у китайцев никогда не было такой богатой еды. Вспоминая свою свадьбу, мама жениха, Патигуль, рассказала мне, что она была первым человеком в городе Карамай, кто надел белое свадебное платье. Пары, которые женились до нас, все одевали шерстяные костюмы и платья. Я вышла замуж в 1990 году в Карамае. В то время в городе даже не было нормального проката свадебных платьев. Но было одно фотоателье, где имелось несколько свадебных платьев. Одно из платьев стоило всего 30 юаней. В то время это было недешево. И зарплаты тогда были низкими. Было два платья за 30 и 50 юаней. Платье за 50 юаней было очень красивым, я его и надела. Все считали меня самой красивой невестой. Стандарты красоты изменились и стали очень высокие. Посмотрите сейчас, как счастливы девушки. Их условия жизни намного лучше. Во много раз лучше, чем раньше. В этом году исполняется 70 лет со дня образования уйгурской автономии. На примере свадебных традиций 3 поколений я увидела замечательное развитие уйгурской автономии за 7 десятилетий и наблюдала огромные перемены в жизни людей. И сегодня мне посчастливилось стать свидетелем того, как на этой свадьбе переплетаются культурное наследие и современное развитие. С великим энтузиазмом жители уйгурской автономии пишут новую главу в эту новую эпоху. И напоследок всем, кто смотрит это видео, я желаю, чтобы этот радостный, поэтичный образ жизни тоже озарял ваши дни. Я Миу из Global Times. Увидимся, пока-пока.